Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Бадра Гунба и Сергей Кириенко, находящиеся в республике в рабочей поездке, обсудили ключевые направления абхазо-российского взаимодействия. Дружеское общение за чашкой кофе, обсуждение повседневной жизни с посетителями. Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили Брехаловку. Сочинский государственный университет и Институт экономики и права, а также Институт экологии Абхазии подписали соглашение о намерениях. Президент Абхазии Бадра Гунба встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко, который прибыл в республику с рабочим визитом. Бадра Гунба и Сергей Кириенко обсудили ключевые направления абхазо-российского взаимодействия, включая энергетику, налогообложение, образование и гуманитарные инициативы. Уважаемый Сергей Владимирович, добро пожаловать, рады вас видеть в Абхазии. Действительно, интенсивность встреч, взаимодействия нарастает. И, конечно же, результатом всего этого является взаимодействие практически во всех областях жизнедеятельности и нашего государства. Те встречи, которые прошли в Москве с Владимиром Владимировичем Путиным, и те вопросы, которые обсуждались на этих встречах, сегодня получают реальное отражение в делах. И, конечно же, мы рады тому, что абхазо-российские отношения набирают оборот. У нас обширный спектр вопросов, которые сегодня мы обсудим, это начиная от вопросов энергетики, образования, культуры, здравоохранения и ряд других ключевых вопросов. Российская Федерация оказывает поддержку по этим важным направлениям. И я вам благодарен за вашу постоянную погруженность в эти вопросы, которые позволяют нам оперативно реализовать те планы, которые мы для себя наметили. В Абхазии вас любят, ценят, и я уверен, что наши общие дела благими результатами отразятся на гражданах нашей страны. Спасибо большое за приглашение. Рад возможности посетить родную для меня Абхазию. Ну и, знаете, приятно видеть позитивные изменения, которые происходят. Да, конечно, хотелось бы быстрее и все сразу, да, но так в жизни обычно не бывает, но изменения видны, это очень важно. Ну и у нас действительно целый ряд поручений, которые вот по итогам ваших встреч с Владимиром Владимировичем и весной, и в мае месяце после Парада Победы, как раз для меня одна из задач – это еще раз пройти, посмотреть вместе, как выполняются эти договоренности. Все ли поручения президента у нас выполнены российскими министерствами, ведомствами. Очень радует, что каждое министерство взаимодействует друг с другом, поскольку у нас есть поручение президента России, чтобы все российские министерства, весь накопленный опыт представили, поделились, что из этого выбирать, что из этого использовать в Абхазии, что пока не подходит сюда, это решать вам. Меры по модернизации сетевого хозяйства и стабилизации энергоснабжения республики Бадра Гунба и Сергей Кириенко обсудили на расширенном совещании. В обсуждении приняли участие представители администрации президента Абхазии, Кабмина, Министерства энергетики Абхазии и России, Черноморэнерго. Одной из ключевых задач, которая сегодня стоит перед руководством Абхазии, и одна системная проблема, которая фактически нам мешает развиваться, это недостаточное количество объема электроэнергии, которую потребляет республика. И в этом смысле мы надеемся, конечно же, на взаимодействие с Российской Федерацией, прорабатываем несколько направлений в рамках оздоровления энергетической системы. Я надеюсь, что мы сегодня в рамках этой встречи обсудим эти шаги и уже будем выходить на реализацию тех запланированных мероприятий, которые мы обсуждали ранее, в том числе и на встрече в Москве с Владимиром Владимировичем Путиным. Надеюсь, что эти шаги будут оперативны, учитывая, что у нас нет большого временного отрезка на реализацию, на решение этих проблем.
будем действовать оперативно и решительно. Абсолютно правы, уважаемый Бадр Зурабович, что времени-то лето проходит быстро, зима наступит скоро, да, и нам очень важно прямо сейчас принять меры. Первая главная цель – пройти следующую зиму без отключений. Ну, оговорился тех, кто платит. Второе – все-таки понять, какие меры мы должны принять для обеспечения долгосрочной устойчивости энергосистемы. Посмотреть вместе, как нам сделать, ну, если честно, такую прям тотальную инвентаризацию, значит, состояния сетей и выработать план. Он не будет реализован за месяц или за полгода, но выработать долгосрочный план приведения сетей в соответствие. Да? Ну и третье, мне кажется, тоже важная история. Сегодня понятно, что очень много вопросов возникает у бизнеса, в первую очередь абхазского, который готов был бы вкладываться в инфраструктуру, готов строить жилье, готов строить там торговые центры, рестораны, гостиницы, значит, но не может этого делать, потому что нет гарантии подключения электроэнергии. И мы должны найти решение, чтобы точно зимой не было отключений, раз, чтобы не ограничивалось развитие инфраструктуры Абхазии невозможностью подключить электроэнергию, и долгосрочный вот этот вот вопрос про устойчивость энергетической инфраструктуры. Учителя абхазского и русского языка будут получать доплаты к заработной плате. Об этом стало известно на совещании по вопросам образования. Решение принято президентами Абхазии и России Бадрой Гунбой и Владимиром Путиным. Совещание прошло с участием руководителя администрации президента Беслана Эшба, министра просвещения Ханны Гунба, а также заместителя руководителя образовательного фонда «Талант и успех» Антона Гусева. Основной темой обсуждения стало практическое развитие совместных образовательных инициатив. Сегодня в рамках нашей встречи обсуждается ряд ключевых вопросов. Конечно же, одним из приоритетных вопросов являются вопросы образования, просвещения. Мы благодарим за ту поддержку, которую оказывает Российская Федерация. Для нас очень приятно, что наша молодежь, наши молодые люди сегодня имеют возможность участия практически во всех молодежных акциях, фестивалях на территории Российской Федерации. Это то направление, которое, безусловно, объединяет и молодежь, соответственно, и сближает наши страны. В этой связи мы эту работу намерены еще интенсивнее проводить. Коллеги, действительно, у нас и целый ряд поручений президента Российской Федерации есть. Бадр Зурабович, по итогам вашей встречи, в том числе последней 10 мая после Парада Победы, в частности, вот решение, которое президент России принял о осуществлении ежемесячных доплат учителям русского языка в Республике Абхазия. Вы симметрично приняли решение о доплатах учителям абхазского языка. Да? Мне кажется, это очень так справедливо, что учителя и абхазского, и русского языка будут получать дополнительные выплаты решением двух президентов. Это поручение президента, которое он дал Министерству просвещения Российской Федерации, администрации президента, Росдетцентру о том, что мы готовы поддержать развертывание в Абхазии такой же системы, которая президентом России уже несколько лет действует в России, так называемые навигаторы детства, дополнительная помощь директорам школ, Министерству просвещения. У нас большая программа, которая проводится центром «Сириус», это президентский проект, и у нас соответствующее решение президента есть о том, чтобы такую же возможность предоставить для ребятишек из Абхазии. Причем и для школьников, и для обучающихся в колледжах, и для педагогов, и для заучей и директоров. Хотел бы коллег поблагодарить и в России Министерство просвещения Владимира Борисовича и Ханну Владимировну. Все-таки у нас взаимодействие между двумя министерствами очень такое партнерское, дружеское. Ну и это очень правильно. Ничего важнее детей на самом деле нету ни для России, ни для Абхазии. Да, в общем, да, поэтому мы обязаны сделать для них все, чтобы у них перед ними были открыты все дороги, чтобы каждый из них смог реализовать свой талант и свою мечту.
Между рабочими совещаниями президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко провели неформальную встречу в кофейне «Брюхаловка» на набережной Сухума. Затем на набережной Махаджирова они обсудили вопрос морского сообщения между Сухумом и Сочи, а также детали реконструкции набережной. Обо всем подробно в материале Гунды Шоуа. Президент Абхазии и первый заместитель руководителя администрации президента России выпили кофе из именных чашек и пообщались с постоянными посетителями и гостями кафе, обсудив текущие вопросы городской жизни и выслушав мнение горожан. Особое внимание было уделено недавнему обновлению Брюхаловки, где были установлены новые столы и лавочки, представленные в качестве подарка Сергеем Кириенко. В ходе прогулки по набережной Сухума директор школы номер 2 Ирина Паверскер преподнесла Сергею Кириенко в подарок картину с изображением школы, созданную сухумским художником Тимуром Цвижба. Сергей Владимирович, мы так благодарны, что вы делаете для наших детей, для их будущего образования. И это в память о нашей школе. Это ваша родная школа, где вы делали первые шаги. Да. Что вам на память. Спасибо. И Спасибо. это картина нашего сухумского художника Тимура Цвижба. К сожалению, его старший сын погиб, Дима Цвижба, наш выпускник в зоне СВО. Это особенно нам дорого, то, что его картина будет у вас в памяти. Также Бадра Гунба и Сергей Кириенко совершили прогулку по набережной Сухума. Многолетняя нефункционирующая гостиница «Абхазия» стала предметом обсуждения в контексте улучшения визуального облика центральной части набережной. Рассматривается возможность установки декоративного фальш-фасада в качестве временной меры. Далее делегация посетила яхт-клуб и ресторан «Амра». В ходе прогулки была представлена концепция обновления прибрежной зоны. В частности, речь идет о восстановлении исторического фонтана с архитектурной подсветкой и создании системы освещения на всей территории набережной. Какой облик в будущем будет у набережной, сухумцы выбирают сами. Также Бадра Гунба и Сергей Кириенко обсудили запуск морского сообщения между Сухумом и Сочи. Состоялось выездное совещание с участием директора Азово-Черноморского филиала Росморпорт Анны Фоменко. Провели организационное мероприятие «Порт Сочи готов к приему кометы». Планируется выполнять рейсы на причале первом порта Сочи. Досмотровое мероприятие готово полностью. В среднем при полной загрузке кометы они займут до часа. Осмотрели порт Сухум. По порту Сухум есть ряд недоработок. Требуются технические мероприятия по причалу, по подготовке. Вот причал номер 4. К нему планируется постановка кометы. Соответственно, необходимые... С этой стороны к пониженной площадке. Соответственно, необходимые мероприятия по кранцевой защите надо выполнить, по настилу, а также по ливерному ограждению. Представитель абхазского пароходства. До 13 числа эти все мероприятия будут закончены. Да, будут закончены. Соответственно, технические мероприятия по причалу будут выполнены до 13 числа. Инициатива рассматривается как часть более широкой стратегии транспортной интеграции и развития туристического потенциала Абхазии. Гунда Шоуа, Саида Гухава, Руслан Квициня, Абхазское телевидение. С 1 августа для граждан России, постоянно проживающих в республике, меняется порядок получения пенсионных и социальных выплат. Начисление средств будет осуществляться только на карты ПСБ. На сегодня Промсвязьбанк выдал дебетовые банковские карты 99% пенсионеров с российским гражданством, проживающих в Абхазии. Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили отделение Промсвязьбанка в Абхазии и ознакомились с его работой. Репортаж Шазины Ханагуа. Оформление пенсионных карт Промсвязьбанка на территории Абхазии стало возможным благодаря договоренностям президентов России и Абхазии. ПСБ исполнил поручение Владимира Путина, реализовал важнейшую социальную задачу по обеспечению бесперебойных пенсионных выплат согражданам, постоянно проживающим в Республике Абхазия. Об этом в ходе рабочего визита в республику сообщил Михаил Дорофеев, заместитель председателя ПСБ. В рамках поездки в Сухум состоялась церемония открытия представительства банка, в которой приняли участие президент Республики Абхазия Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Сергей Владимирович, вот 3 месяца прошло, да, было поручение президента России Владимира Владимировича Путина, было специальное решение, вам было поставлено на контроль, отдельное, значит, решение обеспечить выдачу карточек населению, конкретно гражданам Российской Федерации, гражданам Абхазии, которые здесь в Абхазии на территории проживают. Значит, за это время в исполнении этих всех поручений
выдано уже 99% карточек. Да, значит, У нас получается сколько? больше 20 тысяч, если там у нас смотреть. 21 тысяча. Да, там 21 с хвостиком, но около 21 тысячи сейчас выдано. Вот, в соответствии с принятым решением с 1 августа уже переходим на выплату пенсии только вот через ПСБ. Значит, большое спасибо Республике Абхазии, Национальному банку, Банку Абхазии. Все вот во взаимодействии. Все прям благодарят, потому что действительно намного это облегчило жизнь, не надо никуда ездить, ничего. Конечно, особенно для пожилых людей. И в соответствии уже там с вашим поручением было здесь, что называется, так сделать, чтобы, не дай бог, если какая-то обстоятельство потерял, кто-то кашку испортил, еще открыть представительство. Вот здесь пока маленькое. Человек сюда может прийти и восстановить карточку. Абсолютно правильно. Это пока временное, пока маленькое, потому что мы сейчас и больше офис, там ремонт делается, то, что Давайте, у нас не должно остаться на территории Абхазии ни одного пенсионера, который не получил карточку. Да, причины могут быть разные. Уехал, болеет, там всякое бывает, далеко находится. Значит, нам надо до него добраться, найти. Ну, вот, так вот. Считаю, что основную задачу действительно выполнили, поручение президента выполнено, но мы с вами не расслабляемся, пока все 100% не добьем. Все доложим обязательно уже. Хорошо. На сегодня ПСБ выдал дебетовые банковские карты 99% пенсионеров с российским гражданством. С августа 2025 года для граждан России, постоянно проживающих в республике, меняется порядок получения пенсионных и социальных выплат. Начисление средств будет осуществляться только на карты ПСБ. Банк продолжает принимать обращения от тех, кто еще не успел оформить карту. В последующем банк продолжит оказывать поддержку клиентам через свое открытое представительство в республике по адресу: город Сухум, улица Леона, дом 41. На сегодняшний момент банком ПСБ выдано более 99%, более 20, в цифрах это более 20 тысяч карточек пенсионерам, гражданам Российской Федерации, проживающих на территории Республики Абхазия. Особенность системы сейчас, функционирования системы будет заключаться в том, что если, не дай бог, пенсионер потеряет, испортится карточка, еще какое-то там непредвиденное обстоятельство, не нужно никуда ехать, не нужно. Все, банк пришел в Абхазию, пришел к пенсионерам, он будет полностью помогать, приходите к нам в офис. В представительстве ПСБ можно получить консультации по вопросам обслуживания карт, а также изменить персональные данные, при необходимости разблокировать карту. Выпускаемые в республике дебетовые пенсионные карты ПСБ обладают тем же функционалом, что и карты, оформленные на территории России. Они позволяют получать выплаты от Социального фонда России, оплачивать покупки в магазинах и онлайн, переводить средства, использовать специальные условия по вкладам и накопительным счетам, а также возвращать часть потраченного в виде кэшбэка. Клиенты, получающие регулярные зачисления, могут снимать до 30 тысяч рублей в месяц без комиссии в любых банкоматах России и Республики Абхазия. В банкоматах ПСБ и его банков-партнеров доступно бесплатное снятие наличных. Пенсионеры отмечают, что механизм получения дебетовых карт на территории Абхазии очень удобен и позволяет значительно упростить процесс получения пенсии. Удобно. Во-первых, здесь у меня рядом дома, я здесь живу. Если что-то не так случилось, спрошу лишний раз. Спасибо хочу сказать большое вам всем, что вы нам помогаете с деньгами, с пенсией. Да, в Адлере тоже была я. В Адлере ездили, мы сделали там карточку. Потом говорят, еще надо другую карту делать. Здесь ждала я, никуда не ходила, мне тяжело ходить. И за это сказали, здесь откроется и будет здесь поблизости. И я здесь осталась, и здесь вот взяла карточку, буду получать, наверное. Для удобства клиентов ПСБ организовал круглосуточную и горячую линию в республике, где можно получить ответы на вопросы, связанные с банковским обслуживанием, по короткому номеру 44 44 для звонков с мобильного телефона. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Для школьников Абхазии открылись новые возможности. Теперь намного больше талантливых детей смогут принять участие в программах образовательного центра «Сириус». Программы рассчитаны как на школьников, так и на педагогов. Конкурсный отбор стартует уже 14 июля. Об этом и об очередных шагах в рамках сотрудничества между Минпросвещения Абхазии и федеральной территории «Сириус» рассказали по итогам встречи министр просвещения Хана Гунба и директор научно-технологического университета «Сириус» Антон Гусев. В этом направлении для нас это большие возможности, и уверена в том, что отклик тоже будет большой.
и наши дети, которые и так показывают неплохие, хорошие результаты на международном уровне, сейчас еще больше возможностей для них открывается проявить себя. На самом деле, если говорить про ключевые направления, то это, во-первых, проведение профильных программ по естественно-научному направлению на площадке федеральной территории Сириус. Ребята смогут в открытой форме подать заявку, пройти конкурсный отбор, который мы разработаем совместно с Министерством просвещения республики, и приехать к нам в Сириус. Это будут ребята 8-9 класса по 2 профильным предметам – биология и физика. А дальше такие программы станут ежемесячные. Всего в течение года до 400 ребят, в соответствии с сегодняшней договоренности, смогут приезжать в Сириус для того, чтобы получить очередной шаг в своем развитии. А второе направление – это практики и стажировки для студентов среднего профессионального образования, для студентов колледжей. Третье важнейшее направление сотрудничества, которое было обсуждено, это методическое сопровождение 3 школ. Будет отобрано совместно с Министерством просвещения республики 3 школы, в рамках которых Сириус поможет развернуть дополнительные возможности с точки зрения углубленного изучения естественно-научных предметов, с точки зрения развитой системы дополнительного образования и проектного обучения совместно с индустриальными партнерами, теми, которые есть здесь в Абхазии. Новый договор о сотрудничестве подписали АГУ и Сочинский госуниверситет, делегация которого находится в Абхазии. Предыдущий договор был подписан в 2011 году, а новый стал результатом переосмысления взаимодействия с учетом современных вызовов, отметил после подписания документа ректор АГУ Олег Огварамия. На встрече также обсудили организацию научного процесса, проведение исследований и внедрение инновационных образовательных программ, совместные проекты и мероприятия, программы обмена для студентов и преподавателей. Делегация Сочинского госуниверситета приняла участие в расширенном заседании Комитета парламента Абхазии по образованию, науке, языковой политике, религии и делам СМИ. Обсуждались вопросы взаимодействия СГУ с образовательными учреждениями в республике. Эту тему представители СГУ также обсудили на встрече со спикером Лашей Ашуба. Сочинский государственный университет и Институт экономики и права, а также Институт экологии Абхазии подписали соглашение о намерениях. Делегацию Сочинского государственного университета во главе с исполняющим обязанности ректора Натальей Фроловой принимали Академии наук Абхазии. Соглашения подписаны с целью налаживания коммуникации, усиления профессионального общения, обмена опытом и не только. Дорогие друзья, вы очень хорошо знаете о том, что сотрудничество с российскими коллегами, с российскими учеными, с российскими центрами академическими, не только академическими, для нас это, можно сказать, самое главное, это приоритет наш, тем более с сочинцами, с нашими соседями. Это еще как бы и интереснее, и важнее. Действительно, сегодня Сочинский университет нацелен амбициозно на актуализацию программы развития. У нас есть направления, в которых бы мы хотели преуспеть и развивать исследовательскую повестку. Не во всех направлениях у нас есть хорошие компетенции. И здесь, конечно, мы бы хотели и рассчитываем на вашу поддержку и на совместную работу, на совместное исследование. Одно из направлений, которое нам бы очень хотелось развивать, это современное сельское хозяйство. И одно из направлений, здесь у нас есть хорошие компетенции, это берегоукрепление. Конечно, нам интересна экология, мы вчера говорили с Романом Саидовичем, но тоже здесь у нас не очень много компетенций, но мы можем на нашей базе и вместе с вами приглашать наши продвинутые организации, научно-исследовательские институты российские, которые занимаются этой проблематикой. Вчера мы тоже об этом говорили. Министр здравоохранения Эдуард Будба встретился с делегацией Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, возглавляемой ведущим российским ученым в области эпидемиологии Вадимом Покровским.
Стороны договорились укреплять сотрудничество в области эпидемиологии, инфекционной патологии и иммунологии. Специалисты Российского центра помогают СПИД-центру Абхазии в организационных вопросах, а также в вопросах создания нормативно-правовых актов для улучшения оказания медицинской помощи больным СПИД, сообщает пресс-служба Минздрава. В Гагарском районе с 2023 года реализуется программа развития сельского хозяйства. За 2 года было поддержано 45 проектов на общую сумму 20 миллионов рублей. В этом году в рамках первого этапа программы предусмотрено финансирование в размере 6 миллионов рублей. При этом уже одобрено 2 новых проекта. Сария Кварацхеля расскажет подробнее. В селе Сычква завершилось строительство теплицы для выращивания саженцев. Новые условия улучшат качество садового материала и повысят урожайность. Будем выращивать цитрусовые, то есть саженцы. Вот у нас теплица. На теплице было выделено 180 тысяч рублей, в которой мы должны реализовать по нашему проекту, по договору 5 тысяч саженцев в год для сельскохозяйственных нужд. Это будут апельсины, лимоны и мандарины. 4 раза в год по проекту приезжают проверки, которые они уже смотрят, как мы реализуем, куда мы тратим деньги, какие у нас успехи. Если у нас где-то что-то не получается, то администрация Гагарского района предоставляет нам специалистов, которые нам помогают дальше, как мы будем двигаться по данному проекту и что нам надо в дальнейшем делать. Для семьи Мукба проект на строительство теплицы для саженцев стал вторым этапом в их деятельности. Первый проект, который они успешно реализовали благодаря администрации Гагарского района, связан с культивацией цитрусовых, в том числе мандариновых деревьев. На этот проект было выделено 380 тысяч рублей. Семья Кети из поселка Бзыпта получила одобрение проекта по птицеводству. Благодаря выделенным средствам в размере 350 тысяч рублей они смогли построить необходимое сооружение для разведения птиц. В прошлом году один из участников программы Тимур Квицыня решил высадить фруктовый сад в поселке Бзыпта. После одобрения его заявки он приобрел колышки, проволоку и саженцы, а также провел воду и кабельный полив. Помимо этого купил мотоблок, который оказался очень удобен для использования на участке. Ему было выделено 350 тысяч рублей. На данный момент 200 корней здесь всего. Я еще собираюсь добавить в этом году 150 корней сливы 3 видов ранних, и 50 корней персика, тоже раннего. Хочу поблагодарить глава администрации Гагарского района и ребята, которые способствуют всему этому. Здесь же реализуется еще один проект. Атгур Гисб обратился в администрацию района с просьбой о содействии в ограждении земельного участка площадью 20 гектаров. Проект был утвержден. На его реализацию выделили 500 тысяч рублей. Участок Атгур Гисб планирует использовать для сенокоса. Очищали поле от золотарника, технику пригоняли, и на остальное все у нас ограждение в основном заняло, и на работу какую-то оплачивали. Сами все не в силах было делать. Поле под сенокос у нас полностью закрыто. Дней через 10 где-то начнем уже первые плоды пожимать, как говорится. В прошлом году проект Максима Аджинджел по поддержке в приобретении необходимого оборудования для обслуживания мандариновых насаждений также получил одобрение. На его реализацию было выделено 297 тысяч рублей. Эти средства были направлены на покупку мотоблока, роторной косилки, электрического секатора, электрической мини-пилы и удобрений. Обратиться к администрации с благодарностью в том, что оказали помощь. Эта техника очень необходима для выращивания и реализации нашей продукции. В рамках программы уделяется внимание и развитию животноводства, что способствует разнообразию сельскохозяйственной деятельности в районе и создает дополнительные возможности для предпринимателей. В селе Алдза реализуется проект семьи Тыргба. Им администрации района было выделено 600 тысяч рублей на приобретение крупного рогатого скота, а также частичный ремонт коровника. И семья Хутаба из поселка Бзыпта реализовала проект в сфере животноводства, получив 500 тысяч рублей на его развитие. Средства были направлены на выращивание и содержание баранов, телят и бычков.
Даир Шамба из села Псахара давно планировал заняться сельским хозяйством, но только недавно услышал о возможности получения помощи от администрации района. Его проект включал разведение домашней птицы – гусей, уток, кур и цыплят. Проект был одобрен, и для реализации ему выделили 1 миллион рублей. На эти деньги он смог приобрести 2 инкубатора и 4 брудера. Сегодня у него около 250 цыплят и немало кур, гусей и уток. Условия ведения хозяйства хорошие, включая близость к реке, что позволяет задуматься о расширении, например, о содержании кроликов и пасеки. Услышал, что помощь уделяется, пришел в администрацию, зашел к Юрию Львовичу. Большое спасибо им. Сначала с курями разберусь, когда уже будет идти доход от них, потом дальше думаю тоже. Здесь можно держать барашек, можно держать. Вот. Ну, есть желание такое, огромное желание есть. И возраст уже такой, надо для детей, для внуков, для внучек жить уже. Георгий Оганян из поселка Цандрипш обратился в администрацию Гагарского района с проектом получения помощи в области пчеловодства. Ранее у него уже были пчелы, но из-за потери значительной их части он нуждался в возобновлении пасеки. Благодаря программе он получил помощь в размере 400 тысяч рублей. Спасибо администрации Гагарского района, что мне помогли. Я очень благодарен. Спасибо огромное. Благодаря вашему проекту мы свои мечты осуществили. Программа предлагает успешным участникам проектов возможность подавать заявки во 2-й и 3-й раз, чтобы они могли развивать новые направления в своей деятельности. Также участники районной программы могут претендовать на поддержку в рамках республиканской программы, а администрация готова всячески содействовать им в этом. Говоря о программе развития сельского хозяйства в Гагарском районе, хотелось бы отметить следующее. Программа стартовала в 2023 году. За 2 года работы было одобрено 45 заявок на общую сумму 20 миллионов рублей. Работа в этом направлении продолжается. Так, на первый этап 2025 года заложено 6 миллионов рублей, и первые 2 программы уже получили одобрение. Администрация района готова и дальше поддерживать развитие сельского хозяйства в районе. Это одно из основных направлений, которому уделяется особое внимание. Администрация Гагарского района делает все возможное, чтобы поддержать сельскохозяйственные проекты и тем самым способствовать улучшению уровня образования и знаний среди местных фермеров. Сария Кварацхеля, Тимур Кови, Абхазское телевидение. 13 июля в Абхазской государственной филармонии состоится бесплатный показ фильма «Кракен» научно-фантастического триллера от режиссера Николая Лебедева. Этим мероприятием открывается серия показов различных кинофильмов, сообщает пресс-служба Минкульта Абхазии. Благодаря поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино современное кинооборудование позволит вам наслаждаться просмотром долгожданных фильмов. Начало кинопоказа в 18 часов. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу, 11 июля, в Абхазии ожидается преимущественно ясная, жаркая погода, без осадков, с высоким уровнем ультрафиолета. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 27-32. Температура морской воды плюс 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.